Активное участие в акции «Путь дому» принимает МВД России по республике Саха-Якутия. Но более подробно, какие подразделения и так далее, нам сейчас расскажут. И вот смотрю, благодаря вашим сотрудникам, которые там вдалеке стоят, да, сюда здесь поток не кончается. Можно представиться и рассказать сейчас, какую функцию на акции «Путь дома» выполняет МВД. Полковник полиции Иванова Лена Степановна, временно исполняющая обязанности начальника участкового уполномоченных полиции подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России Якутская. Да, действительно, сегодня в акции «Путь домой» участвуют наши сотрудники. Это в первую очередь участковые уполномоченные полиции города Якутска, с отдела полиции города Якутска. Они оказывают помощь в плане того, что из дальних наших микрорайонов, имеется в виду аэропорта, с автодорожного округа, со всех, которые находятся в отдалении от центра города Якутска, привозят сюда желающих прийти на эту акцию. Ну, я вас знаю как сам участник этой акции, да, мы уже на 10-й акции, да, и летом, и зимой, и весной, да, но МВД всегда на посту. И вот 2 года прошло, да, пандемия внесла свои коррективы. Насколько сегодня ситуация с людьми, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, изменилась? Как стал возраст? Много ли там мужчин или женщин? Все-таки МВД с этим, это повседневная работа, наверное, милиции, да? Вы знаете, внесла коррективы, во-первых, пандемия. 2 года удаленки, будем так говорить, что люди и этот контингент, который попал в трудную жизненную ситуацию, они в первую очередь сюда прибывают и встречаются с такими же, как они, друг с другом, то есть они здесь встречаются, уже начали общаться. Изменилась категория. Стали помоложе. Наверное, невозможно сказать, что женщин стало больше, или мужчин стало больше. По-моему, 50 на 50, будем так говорить, что их стало таким вот образом. Конечно, в первую очередь они говорят, что у них документы пропали. У нас, кстати, для этого работает здесь отдел по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России, сотрудники миграционной службы. В первую очередь, почему они говорят, что то есть я хочу сказать, почему они стали более молодыми, появились молодые люди среди этих людей. Хочу сказать, что я с многими здесь уже поговорила, они говорят, приехали в город, потеряли документы и не можем их восстановить. И дальше пошли по накатанной. То у нас, говорит, деньги украли, документы украли, все потерял, и потому нахожусь в этой. Если хочешь ли ты встать на более, на правильный путь, образ жизни, они говорят, есть желание, хотим. Наши реабилитационные центры, я считаю, что, наверное, помогут. И линия жизни, и терем. А вот сегодня, да, на пути 10-летняя, 10-я акция, акция «Путь дома», да? Я просто, можно сравнивать, что было, что стало, да? Насколько стало, может, не так даже, акция «Путь дома» помогает в вашей работе? Или же появляются новые формы работы? Я не знаю, как лучше. Мне кажется, межведомственное взаимодействие – это одно из самых главных, наверное, да? Да, здесь, во-первых, у нас очень плотная работа с нашими, во-первых, медицинскими учреждениями. Это фтизиатрия, это спеццентр, наркология. Это мы стали с ними общаться за эти 10 лет более сплоченнее, потому что обмен информацией он всегда был, есть и будет. И общественные организации, которые занимаются этой категорией. Да, здесь мы уже информацию и у них они сразу предоставляют, кому там нужно какую-то помощь оказать. Но вы умалчиваете, что вы честно с общественными организациями работаете. И если действительно люди, которые хотят... Да, есть такие, конечно.
Вы их напрямую... Я не умалчиваю, я говорю, что это самое. Мы действительно выходим в линии жизни, они всегда к нам обращаются. Мы многих, те, которые нуждаются, особенно вот зимой бывают трудности, что к нам приводят и говорят, помогите, пожалуйста. Вот мы нашли человека там на улице, он ведет такой вот асоциальный образ жизни. Мы сразу выходим напрямую в наши реабилитационные центры, и они нам помогают. То есть наша акция больше направлена к людям, которые действительно туда попадают в такую ситуацию в первый раз. Да. И все-таки у меня один вопрос, я и задавал уполномоченным по правам человека. Вот мы с вами об этом говорили годика 4 назад или 5, зимой, кажется. По поводу создания медрезвителя. Сейчас принят закон. Вот сейчас нужно ли он вообще вот городу вообще? Конечно, нужно. Это вот однозначно вот это учреждение, которое мы говорим, медицинский медрезвитель, он нужен в первую очередь для такой республики, как мы, в которой Ну а акции «Путь дома», вот вы эти как считаете? особенные климатические условия, будем говорить, что для этого, конечно, в первую очередь для этого, чтобы обезопасить, спасти как бы жизнь людей, чтобы они не замерзали на улице. Ну, помните, как в советское время девиз домохозяек: не слушаешься, я тебе медрезвитель сдам. Было такое? Было. Сейчас этого нет, в принципе. А так, на самом деле, вот акция «Путь дома» есть, и как бы у этой акции постоянная работа нужна вот такая, как вы считаете? В принципе, это постоянно она работа идет, она только просто не видна. Я еще раз повторяюсь, что вот к нами граждане приводят в отделы полиции и вообще во все наши учреждения. Мы сразу выходим на связь, еще раз я повторяю, в линию жизни, директ лично. Я сама уже обращалась, им забирали. Они оказывали помощь, чтобы паспорта восстановить, документы. Эта работа идет. Ее просто не видно. Акция «Путь дома» — это просто мы наглядно показываем, как мы работаем. Да, мы наглядно показываем, как мы работаем. Потому что и наши медицинские учреждения, они сразу откликаются в плане того, что если видим, что человек заболевший или еще какой-то, что надо помочь, естественно, здесь помогают. Просто нет. Огромное спасибо. Я еще раз хочу сказать, что акция «Путь дома» — это, в какой-то мере, как говорят некоторые, показуха. На самом деле это не так. Здесь участвует много ведомств. Это взаимодействие ведомств. И в первую очередь это взаимодействие ищет новые пути работы для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.